В мастерской волонтерского движения «За нас» процесс идет быстро и слаженно. На изготовление одного полотна маскировочной сети затрачивается в среднем чуть более 2 часов. Секрет, признаются женщины, в сноровке. А она оттачивается и нарабатывается только с опытом. Сначала, да, сложно. Очень много мелких деталей, там все. А потом потихоньку втянули, сейчас отлажено все. Мастерская по изготовлению сетей находится в стенах студенческого общежития политехникума. Изготавливаемые здесь полотна получаются легкими и прочными. В случае разрыва сеть можно починить. Трудятся мастерицы с полной самоотдачей. Даже если попить чайку, это же надо еще их уговорить, потому что они не могут ответить: да-да, сейчас идем, да-да, сейчас идем. Но сами трудятся. И сюда буквально бегом бегут, и прям минута в минуту. Ну, вот действительно, каждую минуту ценят для того, чтобы что-то сделать. На помощь мастерицам часто приходят студенты политехникума. В активности и энтузиазме ребятам не уступают их сверстники из Алданского медицинского колледжа. В стенах общежития кузницы медицинских кадров тоже работает мастерская по изготовлению сетей. Для меня это честь что-то делать для фронта и для всех студентов. Мы все рады здесь помогать, чтобы наши победили. Ребята очень активно помогают. Это начиная с ярмарок, да, по сбору средств. Это и плетение сетей, пункт создан по плетению сетей. Ну и также, вы знаете, да, что у нас выезжают ребята практически каждые 3 месяца в ростовский госпиталь. Участник специальной военной операции Александр сейчас находится в отпуске. Он пришел в мастерскую, чтобы поблагодарить женщин за помощь. Заодно подсказал, как лучше подбирать цвета для сети в соответствии с сезоном. Осень начинается где-то примерно в ноябре. С ноября уже можно добавлять больше коричневого цвета, зеленого меньше можно, зеленого больше убираем. На лето, естественно, идет допустим, зеленый цвет, хороший, прям такой вот. Вот он хорошо сочетается с травой и с листьями от деревьев. Мастерицы приготовили гостю подарки, которые пригодятся ему за ленточкой. Обереги, веревочные браслеты выживания и очаровательный чебурашка особенно тронули Александра. Эти вещи вместе с женщинами изготавливали дети. С членами движения «За нас» военнослужащий поддерживает постоянную связь. Его супруга Анастасия является активным волонтером объединения. Все помогают, все гуманитарную помощь отправляют, масс-сети постоянно доставляются, все доставляется. Все периодически списываемся, номера телефонов есть, все списываемся, постоянно спрашивают, что нужно, какого размера, даже спрашивают, сети нужны, мы заказываем, потому что размеры разные. Помощь, оказываемая бойцам совместными усилиями, будет более эффективной, и алданские добровольцы объединяются в группы и коллективы. «Добро для своих» под таким названием проходит долгосрочная благотворительная акция, инициированная женщинами, чьи мужья, братья и сыновья выполняют задачи специальной военной операции. Мы планируем привлечь как можно больше людей, которые будут поддерживать наших мужей, сыновей, которые находятся в зоне СВО, мобилизованные, либо парни, которые ушли по контракту. То есть, чтобы освещать данную ситуацию и чтобы все понимали, что война еще не окончена, что наши ребята продолжают защищать свою родину, защищать интересы нас, наших детей, наших матерей. Поддерживая близких, которые сейчас находятся далеко от дома, девушки и женщины стремятся помочь и тем, кто рядом. Подарить другому человеку радость и толику душевного тепла совсем несложно. В канун Международного женского дня жены, матери и вдовы участников специальной военной операции поздравили с праздником женщин, проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов поселка Ленинского. У нас есть группа в социальных сетях, в которой они объединены. Одна девушка проронила зернышко, и вырос вот такой прекрасный букет положительных эмоций, который вы сегодня все видели. То самое зернышко на пороге весны посеяла супруга военнослужащего Анастасия. Единомышленники горячо поддержали идею. Нас очень хорошо встретили, приняли, и все прошло прямо идеально. Конечно, еще надо дальше продвигаться и все-таки делать еще больше. Волновались гости напрасно. Хозяева встретили их очень радушно и тепло и были до глубины души тронуты вниманием и заботой. В свою очередь, женщины дома-интерната пожелали родственницам военнослужащих терпения, сил и скорейшего возвращения близких.
В первую очередь здоровье, и чтобы у них дома и на работе все было хорошо и благополучно. У меня же тоже племянник вот только летом вернулся с войны. Первое знакомство родственниц военнослужащих с проживающими дома интерната Ленинского стало по-человечески теплым. И гости, и хозяева уверены, первая встреча даст начало искренней и крепкой дружбе. Для наших проживающих, конечно, очень важно, когда им уделяют внимание. Это очень трогательно, когда внимание со стороны таких людей, которым, в принципе, самим нужно внимание сейчас, да, и забота. Девушки большие молодцы. Спасибо большое Татьяне Владимировне за эту инициативу. Мы очень рады и надеемся, что наше знакомство продолжится. В дальнейшем привлечь к этому обязательно непосредственно и самих участников специальной военной операции, да, то есть когда будут возвращаться домой с победой, чего мы очень ждем. И, конечно, привлечь к этому обязательно нужно детей, потому что именно общение старшего поколения, да, поколения детей, военных ветеранов тыла с нашими детьми. То есть это именно очень важно, потому что старшее поколение – это все-таки кладезь патриотизма, да, жизненного опыта. Это люди, которые восстанавливали нашу страну в послевоенное время. К поздравлениям женщин присоединился глава поселения Анатолий Потеруха. В качестве почетного гостя присутствовал участник спецоперации Денис, прибывший домой в отпуск. Ну, на самом деле это хорошая акция, она нужна всем. Ну, то есть у нас не только здесь, но и по городу вообще много таких людей, которые нуждаются в чем-либо, в каком-то внимании. Я думаю, в дальнейшем наши жены будут поддерживать и проводить побольше таких акций. В настоящее время в доме-интернате проживают 54 человека, из которых женщин чуть более 30. После торжественного собрания гости прошли в палаты к тем, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать в столовой. Настолько тронута душой, да, вот за душу меня тронула эта встреча. Я очень счастлива, что действительно мы вот решились на это, сделать такое добро людям, что действительно принести хоть какой-то маленький праздник людям, которые ограничены в общении социума, да, и я думаю, что мы будем продолжать это дальше. Также мы в дальнейшем хотим детский дом посетить, Тукам, деток тоже, потому что обхватить хотим всех. Добро надо делать. Поздравляя женщин, гости, конечно, не забыли и про мужчин. Проживающим интерната посетительницы вручили набор уходовых средств, а к праздничному чаепитию приготовили сладкий пирог. Подарок хозяев ожидал и от администрации города – новый телевизор. Это объединяет их, не дает им грустить, закрыться в себе, а наоборот открывает какие-то эмоции, те, которые не видно никому, а вот здесь они себя чувствуют, ощущают своими среди своих. Стремясь отстоять безопасность и покой страны сегодня, современники бережно сохраняют память о героическом подвиге, совершенном дедами и прадедами 8 десятков лет назад. В гаражном боксе Алданского объединения содействия развитию предпринимательства продолжается восстановление автомобиля ЗИС-5, одной из самых ходовых машин в годы войны. Такой шанс выпадает раз в жизни прикоснуться, скажем так, к былому величию тех людей, которые работали в боевых условиях на этих машинах. Поэтому все мы занялись восстановлением этой машины, по большому счету, только на своем энтузиазме. В Алдане ЗИС-5 стал памятником первым дорожным строителям. Именно с такой полуторки в 30-е годы прошлого века в Южной Якутии началось становление автомобильного хозяйства. В 1979-м, к полувековому юбилею автопредприятия «Аям-Транс», легендарный автомобиль был помещен на постамент по улице Мегина-Кангаласской. А осенью 2024-го машина встала на капитальную реконструкцию. Основная цель в ремонте этой автомашины, то есть чтобы она выглядела как можно ближе к его истинному виду и чтобы, естественно, она двигалась. Инициатива восстановления автомобиля, воплотившего в себе историю страны и района, принадлежала городским властям. Идею поддержал коллектив объединения. Над воссозданием машины трудятся 7 человек. Сварщик Вадим Лёличкин реконструирует кабину и кузов. Первой проблемой, с которой столкнулся мастер, стало отсутствие заводских чертежей. Достать их было непросто. Камешками преткновения в рабочем процессе становится несоответствие графиков фактическим конструкциям. Чаще всего искать истину приходится практическим путем.
Даже есть чертежи такие, которые половина указана в дюймах размеры, ну, то есть еще старые американские, а есть уже современные, то есть и каждый их по-своему переводил, каждый их по-своему трактовал, то есть и вот эти вот несоответствия, они все в общем накладываются. И приходится как бы изготавливать несколько вариантов и смотреть уже, ну, запчасти какой-нибудь, там, детали, и смотреть уже, что более-менее подходит, чтобы в итоге получить оригинальный, нормальный размер. В свободное время Вадим изучает предложения по продаже запчастей для ретротехники на всевозможных форумах и чатах. Вот эту деталь удалось найти только в Нижнем Новгороде. Посылку придется подождать пару недель. Приходится общаться на форумах, в чатах где-то с кем-то, кто копом занимается, вот эти вот, как они там называются, металлисты там или как их там. Ну все, у них там, посмотри, что у меня есть, посмотри, что у меня есть там. И перелопачиваешь кучу металла, чтобы посмотреть, может попадаются детали. Вот так вот я фаркоп нашел на него в Нижнем Новгороде. Вот вчера отправили его. Однако большинство оригинальных деталей на ЗИС-5 сегодня найти нереально. Некоторые элементы выполняются в прямом смысле вручную. Что-то приходится заказывать на российских заводах, многое делается в цехах объединения. Мастера-энтузиасты изготавливают не только запчасти, но и инструменты, трафареты и прессы, а также расходные материалы. Ну да, приходится, потому что ничего же нету. То есть рамки делать на стекла, там специально собрали приспособления на пресс, чтобы выдавливать эти рамки, все это производить дело. На заводе это все собирается с помощью кондукторов, там, то есть уже производство настроено. А у нас здесь машина эта появилась только осенью, поэтому для нее, естественно, ничего нету. Приходится все самим делать. Что-то изобретать, что-то придумывать, где-то предыдущий опыт какой-то применять. ЗИС-5 конструировался по упрощенной модификации. В его изготовлении использовались преимущественно металл и дерево. Сложности восстановительных работ связаны не только с поиском оригинальных деталей или их изготовлением. Найти доски нужного качества тоже непросто. Мастерам нередко приходится разбирать предназначенные к сносу или заброшенные постройки. Приходится доставать доски вот такие именно, потому что они уже как лиственница, она отстояла. То есть она уже такая, можно сказать, смола уже закристаллизовалась в ней. То есть дерево, его пилишь, оно аж звенит. То есть свежий материал не придет. Даже привозили свежий груз, он немножко в тепле полежал. И, у нас в Алдане даже, по сути, сушилок нету, чтобы нормальный лес сделать. То есть он весь естественной влажности и не пойдет. То есть можно кабину собрать, а через неделю двери не откроются, и все. Главная сложность в восстановлении трехтонки заключается в двигателе. В условиях современных технологий его запуск невозможен, поскольку производство низкооктановых видов топлива уже в прошлом. Чтобы машина тронулась на 92-м бензине, некоторые ее характеристики были изменены. Во-первых, расточили, сделали зазор между поршнем и стенкой гильзы немножко поменьше, чем заводской допуск. Это раз. Во-вторых, фрезернули головку и фрезернули плоскость блока. То есть тем самым уменьшили камеру сгорания для того, чтобы поднять степень сжатия. В прошлом этот автомобиль преодолел 1000 километров дорог. Его максимальная скорость не превышала 30 километров в час. Ожидается, что легендарный ЗИС вновь встанет в строй в День Победы. Трехтонка пройдет по улицам города в колонне ретро-техники.